Друзья, я вас снова приветствую на нашем канале. Да, вчера что-то я там немножко намудрил с этими с видео. И почему-то у меня их получилось два. Не знаю, что с ними теперь делать. У меня один сначала куда-то пропал. Потом мне пришлось еще один залить. Думаю, ну ладно. Потом утром обнаружил, что их почему-то два. И на обоих оба видео у меня люди смотрели, оставляли комментарии и тому подобное. Вот. Огромное всем спасибо, кто написал комментарии. И за хорошие, и за отрицательные. Но, как говорится, не без этого. Будем смотреть. Будем, как говорится, исправляться. Будем вникать. И смотреть, что у нас будет получаться. Вот. Такие вот дела. Так, ну а у нас сегодня новый день. Сегодня все еще тепло на улице. Минус 1 градус. Снег вчера немножко даже таял, потому что до +1 температура поднялась. А мы сегодня будем смотреть, что у нас будет получаться дальше. Ну а по поводу вчерашних отзывов, я, конечно, там почитал все. Друзья, ну я понимаю, да, действительно, я все-таки не профессионал, некоторых нюансов не знаю, ни в технологии, тем более знаю только по, как говорится, вот что мне люди знакомые, что друзья рассказывали, как это происходит, что и как, чего там в технологии обогащения. Может, я что-то где-то ошибаюсь. Что еще? Ну, действительно, я, может быть, и прожил всю жизнь, не знаю некоторых тонкостей в плане, не все дома знаю в городе, названия улиц, даже некоторых, может быть, и не знаю, которые у нас в городе существуют. Ну, дело такое, как говорится, наживное. Может быть, покатаемся по городу, поизучаем, еще что-нибудь посмотрим. Вот. Ну, если человек отписался от нас, ну что делать? Не понравилось, ну пусть смотрит Алмазный край, как говорится. Там вся информация более достоверная, более точная. На Первом канале тем более можно получить еще более точные, как говорится, более точную информацию. Поэтому, друзья, дело сугубо индивидуального каждого, что смотреть и когда. Вот. А мы сегодня поедем немножко по городу и посмотрим. А мы сегодня продолжаем дальше наш репортаж. И мы сейчас поедем по улице Павлова. Сейчас вот подъезжаем с улицы Аюнского на площадь Кривошапкина. Бывшая такая была у нас площадь с круговым движением, перекресток такой. Сейчас, конечно, его уже нету, он сейчас просто обычное светофорное регулирование здесь. Что я не могу понять, вроде красный горит, а машины едут, или это те, которые не доехали еще. Сейчас мы будем выезжать на улицу Павлова и посмотрим, нам нужно будет в поликлинику забежать. Что-то никак не двигается что-то. Видите, тут уже люди приноровились, уже в 3 ряда стоят. То есть кто налево, кто прямо и кто вправо. Хотя никакой разметки здесь не было и в принципе не предвидится. Здесь однополосное движение. Фу, вот такая вот фигня. Так, друзья мои, вот на аптеку 66-ю проезжаем. И дома тут пошли, по-моему, Павлова 4, 6. Вот этот дом Павлова 8, пятиэтажный. Ларек тут хороший такой, хот-догер на остановочке. Вот поликлиника наша. Опять-таки понаставили, видите, какие-то огромные вот эти павильоны. Якобы это теплые остановочные пункты сделали. На самом деле остановка осталась на улице, холодная, а магазин там будет, короче. Так, мы заруливаем сюда, вот, на парковочку поликлиники. Так, надо же еще как-то здесь местечко найти. Вот здесь, наверное, припаркуемся. Ё-моё, кто сюда, блин, надумал ехать?
и идем. Так, сейчас идем вот сюда. Богородица Пречистая, мир даруй граду Твоему и душам нашим великую милость. Поликлиника головной медико-санитарной части акционерной компании Алруса. Я даже не знал, что она к Алруса принадлежит, хотя это, наверное, старая информация. Ковры такие на входе, обалдеть. Вот эти у нас вообще не вижу. Магазин бургеров. Штуковина есть тут такая. И регистратура. Даже лифт работает. Гардероб. Пандус. Вот со стороны горняка пандус. Здесь. Закрылось. Лифт, оказывается, работает. Точный пункт. Е-мое, в поликлинике ничего не поменялось, все осталось по-прежнему. Ой, стоял 20 минут в очереди. Ну, слава богу, записался к врачу. Вернее, я не себе, а супруге, просто больничный надо закрыть. К участковому. Вот. Что я тут говорил-то, еще рассказывал. рассказывал, кажется, у меня камера не включена была. Ну да ладно, не так важно. Вот здание Ростелекома, видите, оно на месте стоит. Люди туда заходят, там оплачивают услуги. И даже, вон, я гляжу, какие-то там посылки получают. Короче, все, кто выживает, кто как может. Почта России. Я вчера зашел, посылочки получил, ЕМС-ки, но это я вам, по-моему, снимал. Все быстро, все качественно. Единственное, если у вас нет предварительной записи, в живую очередь вы простоите там, может быть, и весь день. Почта России у нас работает очень медленно, поэтому рекомендую всем, записывайтесь заранее. Прямо у вас это есть такое приложение в телефоне, Почта России. Там есть вкладка такая, записаться на прием. Пускай это будет даже завтра, но точно, что вы придете там к 3 часам, и вот в 3:05 вас примут, и посылочку вам выдадут, и примут там письмо и так далее. Ну, конечно, я не считаю эти случаи экстренные, когда прям вот горит, надо все сегодня отправить или там сегодня получить что-то. Это не ваш случай. Так, надо, блин, повернуть. Я что-то здесь как раз обеденный перерыв, и тут, блин, машин растянулись, ездят все медленно. Сегодня гололед, 0 градусов уже было, тут только было -1, уже опять 0. Хотя по прогнозу сегодня было от 4 до 7 градусов мороза. А это нас, короче, прогноз погоды обманул очередной раз. Сегодня тепло. Благо я ботиночки не переобул, блин, пошел в осенних сегодня. Нормально, так бы ноги сгорели. Фу, так, на площади Ленина у нас ничего не поменялось. Памятник Ленину стоит вот там в дальнем уголке. Ну, там его не видно, конечно. Буду как-нибудь гулять, обязательно зайду, вам покажу. Хотя, если вы посмотрите мои летние видео, там было на День города, по-моему, да, я снимал. Такой обзорчик был по городу, красивенький такой. Там он без слов, просто с музыкальным сопровождением. Такая была там, нормальный такой был видосик. Посмотрите, там будет и памятник Ленину,
Дядька чуть не выехал мне задом. Ну, бывает. Реакция, видите, еще ничего. Так что права у меня можно пока не забирать. Ай, такие дела. Вот у некоторых пенсионеров, знаете, по возрасту бац, и смотрят, справочку принесете из поликлиники, мы вам продлим права, а человеку уже почти 80 лет. И не продляют иногда. Так, что мы тут стоим? Все, ребята, поехали. Поехали в лес за орехами. Да, скользко сегодня, скользко. Надо прям быть вообще постоянно на стреме, постоянно следить, чтобы нигде никто случайно не выполз на дорогу. Вот пешеходы. Давайте, пожалуйста, переходите дорогу, переходите. Молодцы, красавчики. Даже перебежали. Все, у нас обеденный перерыв. И поехали. Друзья, по вчерашнему видео не обессудьте, блин. Ну, случайно так получилось, блин. 2 видоса выложил, абсолютно одинаковых. Если там будут какие-то непонятки, любое смотрите, они абсолютно 2 одинаковых. Хотя, если YouTube, конечно, мне это дело не прикроет, потому что они там отличаются только тем, что в одном есть подпись, в другом нет. Бывает такое, что YouTube видит 2 одинаковых ролика, и он это дело пресекает сразу, говорит, или удалите, или там, не знаю, что, или переснимите. Короче, должны отличаться 2 видео. Я сегодня еще вечером проверю. А за комментарии огромное, друзья, спасибо. Молодцы, что написали много-много-много всего. Даже там между собой люди попереписывались. Там в мою защиту часть людей выступила. Друзья, я никого не призываю смотреть наши видео. Просто рекомендую. Нравится — смотрим. Не нравится, друзья, не смотрим. Ух ты, блин, как-то тут здесь поставлю. Парковку мы заняли сегодня. Дело такое сугубо, как говорится, я на добровольных началах снимаю все это. Ну, как получается, так получается. Я иногда в некоторых профессиональных вопросах ну, не совсем, понимаете, особенно при... Я не всю историю, скажем так, знаю города, не все знаю, что происходило, а уж тем более не знаю, что будет происходить. Смотрите, с крыши капает все сегодня, блин, обалдеть. С крыши вон капели. Как весна, блин, вообще красотища. Вот такие дела, друзья мои. Этот район я еще немножко не снимал. Это напротив взрослой поликлиники. Во двор сюда, возле Павлова 12. Вот это, по-моему, дом Павлова 12. Да, точно, вот эта свечка Павлова 12. Так. Нет, у меня как-то летом было видео, что я здесь снимал этот двор. Павлова 12 и Павлова 14 свечки. Вот тут с левой стороны к нему пристроили уже поликлинику стоматологическую. Студия красоты Арт. Господи, Арт. Я все время путаю. То ли Ают, то ли... А вот, короче, Арт. Леди. Тоже, вон, смотрите, какой-то пристроили. Студия красоты, видимо, еще одна. Ох, они тут одна на одной, представляете? Леди. Вот тоже на первый этаж. Отдельный вход у них. По-моему, что-то снегом занесло. Не работает, наверное. Магазин РЛ. Что-то я заехал, теперь надо отсюда задом выезжать. Зацепить бы кого-нибудь. Так, едем дальше. Это у нас получается вот дома Павлова 7, да, это? Советская 7, блин. Вот это длинный четырехэтажный. Раз, два, три, четыре, да, четырехэтажный Советская 7. А этого Павлова 12/1, что ли, как-то вот так. Забыл. Вася Смычков, привет тебе. Прямо в Крым тебе отсылаю привет от твоего дома. Посмотришь свой домишко, свой подъезд. Здесь ты жил. Так, Павлова Ленина
Нет, Павлова 10. Все правильно. Павлова 10, да, дом. Угу. Тоже здесь всякое разное. На первых этажах что только нету. И даже парикмахерская, по-моему, здесь пристроена. Товары из Финляндии. Обалдеть. Карамель. Ой, елки-палки, что только нету. Советская 5. Детская площадочка здесь офигенная, между прочим, скажу. Когда-то здесь стояла такая, знаете, с качелями железными. А сейчас вон красивенькая такая, ухоженная. Советская 5, как всегда, здесь всегда нотариусы, ремонты телефонов, Мэри Кей, насколько я знаю, а также транспортная компания, Экспресс, почта, как Мир Экспресс, да, называется. И с торца пристроен магазин с таким же одноименным названием, Советская 5. Я в нем ни разу не был, знаете, он уже здесь 100 лет стоит, я ни разу в нем не был. Вот якутский, помните, я заходил недавно в Якутске, посмотрел, там эти продаются якутские сувениры и бриллианты обработанные якутские. Желающие могут приобрести. Телерадиокомпания «Алмазный край», привет вам всем, я вас приветствую на нашем канале, молодцы, что вы также снимаете ролики, как и я. Но только они у вас более такие облагороженные, более культурные. Вы перед этим обязательно читаете историю, книжки, если хотите осветить какое-то событие. Вот. А я, к сожалению, этого не делаю, забываю. Вернее, мне просто некогда. Я целый день на работе, потом клепаю для вас видосы. Связной с правой стороны. Далее у нас, смотрите, вот к этому торговому комплексу между двумя корпусами пристроен вот такой новый корпус Мега. Тут же было пространство между ними пустое когда-то, а потом уже вот пристроили эту новую Мегу. И облагороженный вот этот торговый центр Кристина, он недавно буквально так стал называться, к нему пристроили мансардом, вон там 3-й этаж, или второй пристроили мансардный этаж, и он там наверху есть у нас хозяйственные товары и торговля всякими разными шмотками. Торговый центр Фламинго тоже стоит лет 20 уже, там в нем арендуют помещения коммерсанты. Дома Советская 17, Советская 19, Советская 21. Друзья, вот они, ваши домики, стоят живые, целые и невредимые. Советская 21, заеду сейчас сюда во двор. Для вас специально сниму ваш дворик, потому что там проезда нет, у них с обратной стороны вход есть. Все, вот мы доехали до конца. Нам останется только развернуться, потому что здесь проезда нет. Кстати, Абакумов Станислав, вот твой подъезд. Если ты там у себя что там у нас? Проеду, не проеду? Проеду. Если ты там у нас в Калининграде смотришь наше видео, узнаешь свой подъездик, да? Твой крайний подъезд был в доме 21, по-моему, да? Самый крайний подъезд твой был. Блин, здесь так тесно, ребята, разворачиваться прямо аж страшно. Такой, блин, двор здесь. Фу. Ладненько, едем дальше. Так, а мы выезжаем на шоссе Кирова с Советской и поехали дальше. Обеденный перерыв у нас закончился, можно начинать работать. Так, а что я еще вам хотел рассказать-то? В принципе, на сегодня уже, наверное, не знаю, какой вам еще дворик заснять. Друзья, пишите заявки. Вот прям пишите, что там надо посмотреть, может быть какой-то определенный адрес, какой-то дом, какой-то подъезд. В квартиру не пойду. Друзья, обязательно пишите. Вот.
Ну, чем больше у нас будет комментариев, тем будет интереснее. Потому что начинаешь читать, а там вообще просто жесть. Пишите комментарии. Может, кому-то надо какую-то заявочку, я обязательно съезжу. На верхний, значит на верхний. В аэропорту, значит давайте в аэропорту съездим. За речку, значит поедем за речку. Я выберу время, хорошую погоду и обязательно сгоняю куда-нибудь. Это институт Якутднепра Алмаз. Я тут еще внутри не был. Вот здесь все такое красивое, обновленное. Второй этаж и первый. Выходим на улицу. Там мы были там в институте Якутднепра Алмаз. Сейчас вот выйдем. Я просто супруга работает. Удаленка закончилась, выходим на нормальный режим работы. Фу. Друзья, сегодня красотища какая на улице-то. Так бы всю зиму было такое, как в Альпах швейцарских. 0 градусов, минус 5, плюс 1, минус 5, плюс 1. Вот такая зима меня бы устроила. То сейчас говорят, на следующей уже к концу недели 20-очка мороза обеспечена. Фу, едем дальше. Так, а мы приехали в АЦО, так называемое. Это административный центр. Не знаю, что такое. Алроса бизнес-центр. Общий центр обслуживания. Вот так называется. Вот этот общий центр обслуживания здесь находится, как это раньше называлось. Так, сейчас на дорогу выйду. Секундочку. На всех предприятиях это было не бухгалтерия, а вот это получается социальный отдел, отдел ТИС. Что еще там было? Ну вот в основном, да, вот которые начисление всех зарплаты и так далее. Сейчас на предприятиях компании, именно Алроса компании, этого нет. Создан вот этот общий центр обслуживания. И если тебе нужны какие-то вопросы, связанные с там, отчеты командировочные, например, или там отпускные и так далее, все нужно обращаться сюда. Можно в онлайне, а можно там вот чисто физически подходить и там записываться и сдавать документы, вот эти билеты и так далее, отчеты о командировках и об отпусках. Потому что если у тебя проезд оплачиваемый, соответственно, ты должен предоставить какие-то документы. Это все делается теперь вот в одном месте. Вот это все администрирование, административную эту часть, вся компания со всех предприятий перенесла в одно место. Ну и, соответственно, и часть этого АЦО перенесли в город Новосибирск, часть в город Москву. В общем, это все каким-то образом, все так хитро, затуманно все заделано, что, короче, без бутылки тут не разберешься. Вот такие дела. Все. Моя вторая половина пошла туда сдавать этот, как он называется, отчет этот. Сдавать туда больничный. Наконец ее выписали. И мы едем в транспортную компанию. Там пришел груз. Мы сейчас его быстренько получим. Это там я вам показывал уже на северо-восточной котельной.
Вот мы едем по шоссе Кирова и так и едем прямо туда. Нифига камни летают. Едем туда, в сторону Северо-Восточной котельной, транспортную компанию Авианорд. Я их так часто рекламирую уже, блин, что мне уже по идее должны доплачивать. Друзья мои, вот такие у нас дела. Завтра уже ожидается похолодание. И будем потихонечку мы, значит, одеваться в зимнюю одежду. А пока как-то вот так. Друзья, а мы вот на Северо-Восточной котельной с транспортной компании получил груз. Вот смотрите, я только что поговорил с людьми, с руководителями. Мне сказали, что можно уже принимают груз на перевозку по трубе. Новосибирск, Мирный. Ну мало ли, может кому-то что-то нужно, срочно будет отправить. Уже идет накопление грузов. То есть до навигации еще можно будет по нефтегазовой трубе привезти что-то. Стоимость перевозки будет 55 рублей. Это, конечно, намного дешевле, чем возить самолетом. Потому что самолетом где-то 125 или 135. Примерно где-то я так говорю. Точные цифры не знаю, потому что там от объема груза немножко цена колеблется. А так вот самолетом у нас, по-моему, 135 рублей. А это будет 55 рублей за килограмм по трубе. Довольно приятная сумма, потому что я сегодня у других узнавал, вчера вернее, у них было 65, по-моему, направление север. Рекламировали тоже, что они набирают груз на трубу. У них было 65, а здесь 55. Ну, блин, я думаю, что коммерсанты задумаются, им будет это намного выгоднее. Авианорд в Новосибирске. Забивайте, я адрес точно не помню. Просто я знаю, что я вот уже сыну позвоню в Новосибирск, он мне будет отправлять уже машиной. А это довольно быстро, там 3 дня и они уже в Мирном. Вот такие дела. Все, мы выехали на Чернышевское шоссе. Проезжаем институтскую базу. Потом база МШСТ. Короче, шахта строительного треста. И база Батобинской экспедиции. Она сейчас, эта база, ее передали Росспецбурению. То есть объединили там все предприятия в кучу. Народу кучу сократили, весь транспорт тоже ликвидировали базы. И сделали одну базу. Раньше она была не Батобинская, да, Батобинская экспедиция. Ее теперь называют Росспецбурение. Причем название у нее это, ну, в смысле, оно ООО, общество с ограниченной ответственностью. То есть оно не в составе акционерной компании Алроса и даже не дочернее предприятие. Просто отдельное предприятие само по себе, но обслуживает подразделение Алроса. Ведут геологические изыскания. Ну, тоже функции те же, название другое. Да и деньги, конечно же, естественно, другие. Ну, я насколько знаю, вот я общаюсь с людьми, они вроде как функции у них и должности остались прежние. Так, на сегодня мы уже наснимали, друзья мои, там, может быть, сегодня не такой интересный был контент, но кое-что для вас я поснимал. Магазин Восток, кто помнит, вот он здесь стоит, торцом к улице Дому Советская 21, по-моему, да? Да, Советская 21. Хозяйственные товары, он же магазин Восток, он же магазин Север, он же на Верхнем поселке магазин, хозяйственный магазин. И, по-моему, 1000 мелочей на Ленина. Это все одно и то же предприятие. Сеть такая магазинов. В парке, друзья, гуляют. Смотрите-ка, вот много-много вон машин стоит на стоянке городского парка. Погода позволяет, люди выезжают с детьми. Все, уже рабочий день заканчивается. Видите, уже солнышко садится, становится довольно-таки пасмурно. Скоро стемнеет. А людей в парке вон не уменьшается. Прекрасная погода, почему бы не погулять. Я на сегодня заканчиваю, как я уже сказал, наше видео. Пишите свои комментарии, пожелания. Как я вам сказал, уже пишите, значит, заявочки делайте.
Съездим, посмотрим ваши улочки, дома, переулки, город Мирный. Надо будет даже съездим на геолог. Все, друзья. Вперед, как говорится, к новым свершениям. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться с друзьями в WhatsApp, Viber и других социальных сетях. Меня нет разве что в Инстаграме и в ТикТоке. Я вообще не понимаю, что это такое, особенно ТикТок. Все, друзья, до новых встреч.